Проведем наступный эксперимент. Для этого нам потребуется криница току, ключ, амперметр, вольтметр и спираль. Разберем в этом случае. Не забываем про полярность наших приборов. Амперметр, ключ, криница току. И подключим до нашей спирали параллельно вольтметр. Зададим напружение на нашей кринице току у 10 вольт. Замыкаем. Мы бачим, что напружение 10 вольт, сила току 0,3 ампера. Запишем. У1. Подожди. У1 10 вольт и 1 0,3 ампера. Повеличим напружение у 2 раза. Напружение стало 20 вольт, сила току 0,6 ампера. У2 20 вольт и 2 0,6 ампера. Ну и повеличим напружение у 3 раза. 30 вольт, сила току 0,9 ампера. Что мы бачим? Что сила току... Мы бачим, что сила току и залежит от нашего напружения. Сила току проводнику прямо пропорциональна прикладенному. До лампочки подключим параллельно вольтметр. Выберем напружение 10 вольт. Мы замыкаем нашу услугу. Итак, мы бачим, что напружение стало 0,8 ампера. И 0,8 ампера. Сила току на лампочке больше за силу току на нашей спирали. Это свидетельствует о том, что у спирали есть какое-то противодействие. Даденное противодействие называется сопротивление. Сопротивление обозначается латинской литерой «Э». Чем больше сопротивление, тем меньше сила току у проводнику. Даденное ствердження називається законом Ома, який представив німецький фізик Георг Ом. І воно приймає наступний математичний вигляд. Сила току у проводнику І прямо пропорциональна напруженню У и отворотно пропорциональна сопротивлению Э. Это основная формула Ома.